В эфире интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас гости из 67-й столичной школы Мадина Ахмадова и Ева Тейсумова. Маршаловщи. Ева, какой совет вы бы дали начинающим учителям? Для начала хотелось бы посоветовать не пугаться, потому что на любой работе бывают разные сложности. Самое главное — это сохранять спокойствие, ставить перед собой цели и идти к своим целям. Это самое главное, потому что сразу же не получается. Это надо поэтапно, пошагово сделать. Самая большая радостная часть в этой работе — это дети. И со временем этот учитель это поймет. Это главное. Мадин, а что вам нравится в профессии учителя? Ну, наверное, в первую очередь, это работа с детьми, да, насколько сложна не была эта работа, да, сколько нервов надо. Но, тем не менее, эта работа, работа с детьми, она сама по себе интересна. А во-вторых, наверное, потому что человек, когда работает, да, и обучает других людей, он сам чему-то новому учится. Да. Элементарно, каждый раз, когда мы готовимся к уроку, мы чего-то новое открываем и узнаем. Вот, наверное, из-за этого. Хороший ответ, кстати говоря. Да? Да. Спасибо. Если вы готовы, давайте мы начнем нашу игру. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Да. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. Что выберете? Сейчас? Да. Подожди. Сложный выбор, да? Да, очень сложно. Подождите, я бы хотела спросить, вот сейчас мы выбираем подсказку, да? Да. На всю остальную игру. Да. Где Какой? подсказки из 3? Давай звонок другу. 50 на 50, звонок другу и право на ошибку. или право на ошибку. Ну, Если мы право решим, на правильно, нет. Право на ошибку. Право на ошибку. И вторая подсказка. Это звонок. Звонок Звонок другу. другу, да. Прекрасно. Давайте начнем. Да. Первый вопрос звучит так. Что считалось позором и малодушием? Много спать, сказать неправду перед старшими, обнажить оружие на обидчика и не нанести удар, громко смеяться. Позором и малодушием. Мгм. Ну, громко смеяться. Малодушие. Много спать? Смотри, не знаю, позор ли это? Сказать неправду перед старшими, вот это да. Да. Позор, Обнажить оружие. оружие на обидчика и не не нанести нанести удар. удар. Почему? Обнажить оружие. А, Вот, позор. обнажить оружие на обидчика и не нанести удар. Мне почему-то кажется сказать неправду перед старшими. А малодушие, Мгм. отсутствие храбрости, мужество. Но это уже громко смеяться, мне кажется, это не подходит. Много и спать. это тоже. Давай выберем вариант С. Считалось позором и малодушием обнажить оружие на обидчика и не нанести удара, Да. поэтому чеченцы только в самых крайних случаях брались за оружие. Абсолютно верный ответ. Второй вопрос. Яркая традиция чеченского народа. Упоминание имени Аллаха перед приемом пищи, спрашивать о здоровье при встрече, вставать при появлении старших, здороваться рукопожатием. Яркая традиция. Ярко. Здороваться рукопожатием к старшим ты не можешь. Ну, вот упоминание имени Аллаха перед приемом пищи, не скажешь, что это традиция. Это Ну, больше это долг, как бы, Да. каждый мусульманин это знает. Но яркая традиция. спрашивать спрашивать о о здоровье при здоровье. встрече, это и сейчас, Это согласись? уважение. Вставать при При появлении появлении старших. старших. Вот. Да? Да, вариант. Ответ С. Сразу не посмотрели на это. Я сказала. Один из ярких и замечательных обычаев чеченцев – уважение к старшим. Не вставать при появлении старших, или же сесть без их приглашения – большой недостаток воспитания. Есть даже ряд пословиц, наставлений типа «старшего почитай, сам станешь да. почитаемым». Не стремись к почетному месту, если ты его заслужишь, оно тебе достанется. Абсолютно верный ответ. Третий вопрос. Из скольких уровней нравственных ценностей состоит система чеченской этики? 1, 2, 3, 4. Ну, давай. Первое. Что может быть? Адмала, да, как человек. Адмала, пусть будет. Второе. Мы же говорим нохчева цоли. Бывает, да, когда мы ругаем детей или друга своего. Пусть будет нохчева. И третье. В чеченских произведениях всегда есть турпалхо, да, герой. Это гонах.
пусть будет 3. Эдмала, Нохчала и Онхала. Система чеченской этики состоит из 3 уровней нравственных ценностей. Адамалла – человечность, Нохчала – чеченство и Онахала – благородство. Онахала является высшим проявлением нравственной культуры чеченцев. Он включает в себя ценности, определяющие моральный статус благородного мужа, который принимает на себя ответственность за судьбу народа и страны, готовы на самопожертвование без ожидания вознаграждения. А это молодцы. 4-й вопрос. Сколько этажей имеет самая высокая сохранившаяся башня Никоройская? 5, 6, 7, 8. Сохранившаяся. Башня. Не знаю, может быть, я могу ошибиться. Но смотри, если она сохранилась до наших дней, невысокая. Я думаю, 5-6 этажей. Почему? Нет, почему-то не знаю, почему-то мне кажется, что 6. Или, может, ошибаюсь. Но не думаю, что 7-8. Да, слишком высоко. Да, согласна. И даже 6 этажей, по-моему. Ну, хорошо. Давай тогда. Боюсь ошибиться. То же самое, я сомневаюсь, поэтому... Вот, давай ориентироваться от 5-этажки. Да? Вот будем ориентироваться реально. Она же высокая, Да. достаточно высокая. Да. До наших дней она может сохраниться вот в таком? То есть Мне в таком-то кажется- может, а вот 6 этажей, еще выше, 7-8. Я чисто по логике размышляю. Тогда какой вариант верный, по-твоему? Давай выберем. Какой? А? А? Вариант А? Наверное. Наверное. Или точно. Он сейчас прямо. Окей. Так, а? Может, давай используем подсказку? Ну, давай Ну, вот сразу. все, что вот использовать не связано будем. с цифрами, оно немного нас путает, я думаю. Вот если будут развернутые ответы, легче было бы выбрать. Ну и... Используем ты- подсказку. Краткость же есть сестра таланта. Лучше не рисковать, мне кажется. Тогда не А. Тогда Б. В? Да, Б, да. Б. Ну, Б Ответ Б, да? получается. Да. Классические жилые башни обычно имели от 2 до 4 этажей, но в селении Никорой сохранилась уникальная шестиэтажная Я же башня. говорила. Эти каменные сооружения являются ценным наследием, символизирующим достижение трудностей и испытания, через которые прошел чеченский народ на протяжении своей долгой истории. Ага. Ну, Всё? знаешь, я 5-этажку брала за внимание, А я сразу чтобы за- ориентироваться. Ну, на самом деле это шестиэтажное, прям так высоко, учитывая Да. то, как сложно было, наверное, строить. Да, Даже сейчас там это... всегда же Но рассказывали. она там сохранилась до сколько. наших дней, да, 6-этажей? Да. А сама она, наверное, не была 6 этажей. Ой, сложно сказать. Наверное, она и была шестиэтажной. А, да? Ну, наверное. 5-й вопрос. О. Каков архитектурный стиль мечети «Сердце Чечни» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова? Османский, исламский, среднеазиатский, тимуридский. Мгм. Исламский, среднеазиатский. Ну, смотри. Сердце Чечни построено Да. по образцу Софийского собора. Да. Византийской империи. Да, да. Это Софийский собор Византийской империи в Константинополе. После того, как османы захватили столицу, Тогда- да, это уже стало мечетью. Я Ну, думаю, больше Да, больше А османский. будет. Османский. Тимуридский вообще, думаю, не в тему. Исламский тоже, исламский как и нет, среднеазиатский. среднеазиатский тоже. Вариант только А подходит. Но Османский. он построен не по образцу, а из Софии, а голубой мечети. Ну, стиль, вот архитектурный стиль. А, стиль. Да. Исламский, получается. Нет, османский. Так, какой ответ? А. Османский. Давай. В качестве основы архитектуры мечети «Сердце Чечни» использована голубая мечеть в Стамбуле. Соответственно, архитектурный стиль, как несложно догадаться, османский. Да, мечеть в Стамбуле, вот. 6-й вопрос. Сколько времени в день Абузар Айдамирову мог уделять письму в моменты вдохновения? 7-8 часов, 9-10, 13-15, 15-18 часов. Момент вдохновения. Вот, это вот самое сложное, это момент Да. вдохновения. Потому что человек в момент вдохновения может не следить за временем и работать. Но и вдохновение не каждый раз бывает, да? Не каждый Вот. день. Вот в чем проблема. Тут спорный момент возникает. Я... 15-18 часов — это слишком много.
А для день. писателя, мне кажется, это немного. Но он же не только письмом Многие занимается. писатели, русские писатели, порой даже вот так вот писали Но, без отдыха. учитывая, что Абузар Эдемиров, он не только писал, но и наравне, я думаю, и работал, и другой какой-то деятельностью занимался. Не знаю, сложно. Да, согласна, сложный вопрос. Ну и? У нас остается подсказка, я думаю. Мы всегда возвращаемся. Ну, это сложный вопрос. Ну, давай рискнем. 7-8 мало, да? Ну ладно, 15-18 много. 9-10, 13, может, вариант Б? Давайте. Вариант П. Может, не Б? А может Б? А может, С тогда? Вот золотая... Не. Что? Может, С тогда? Вот мы хотели найти золотую середину. А почему золотую середину искать? И немного, и не меньше. Это не всегда работает же. Ну, смотри, вот я... Как я считаю? 15-18 слишком много. 24 часа в сутки, 15-18 посвящать письму – это много. Он не только письмом занимался. Но он же фанатично писал, понимаете? Вот момент Вот вдохновения. момент вдохновения. И как ты сказала, там, когда ты... Он же отречен от этого мира, эти моменты. Он же в моменты вдохновения. Давайте тогда все-таки. У него нет уже измерения времени. Да, мне почему-то кажется, это Д. Да, без такого вдохновения. Давай. Естественно, он же прижизненный классик. Почему-то, не знаю, я чувствую, что это Д. Вы Максимум, чувствуете, что что это Д? может Несмотря на быть то, С. что много времени, да? Но Абузар Эдемиров, великий человек, наверное, 15-18 тогда. Да. 15-17. Да. Мы все же пришли к тому, что Да. он великий и много работал. Да. На вопрос журналиста, сколько же часов в говорила. сутки он работает, Абузар Эдемиров ответил, цитата, «В любое время можно приступить к работе, требующей физических усилий, но писать художественные произведения по графику или расписанию невозможно. Здесь нужны мысли, вдохновение. Иногда я пишу ежедневно по 15-18 часов до поздней ночи, целыми месяцами. Однако, когда у меня не получается, бросаю работу на месяц и больше, пока не Вот. вернется ко мне вдохновение». Вот. Иногда я пишу, а не каждый день, да, получается? Следующий вопрос. Как зовут первого чеченского летчика? Даша Акаев, Ахмед Имадаев, Абухажи Идрисов, Ханпаша Нурадилов. Ханпаша Нурадилова нет, да? Это сразу отпадает. Сразу. Абухаж Идрисов, Ну, как вариант можно, но навряд ли. тоже под сомнением. Ахмед Имадаев, летчик, да, но неизвестно, первый ли. А Даша Акаев? тоже под сомнением. Давай Ханпашу Нурадилова сразу берем. Мгм. Абухаж Идрисов почему-то тоже участвовал, наверное, ну, или точно в войнах, но летчик вряд ли. Да. Тогда получается либо Даша Акаев, либо Ахмед Ахмед Имадаев. Ахмед Имадаев был летчиком, да, но нам неизвестно, был ли он первый. Поэтому, но Даша Акаев, не знаю, почему-то больше Даша Акаев. Как ты думаешь? Давай как вариант. Ну, давай тогда. Даша Акаев. Даша Акаев. А, Даша вариант А. Акаев. Даша Акаев, первый чеченский летчик, участник Отечественной войны, майор, командир 35-го штурмового авиаполка, 9-й штурмовой авиационной дивизии Краснознаменного Балтийского флота. Опять. Кто из российских императоров первым посетил Чеченскую республику? Павел I, Александр II, Петр III, Николай II. Вот когда ссылку отправляли русские писатели, Лермонтова, например, да, Мгм. а Александра Первого нет здесь. Тоже сложно. Смотри, давай будем так размышлять. Кого из русских писателей отправляли в ссылку? Лермонтова, да? Толстого. Толстого. Лермонтов. Это начало первой половины XIX века. Тогда был Александр I. После него был Николай II. Мгм. Николай, вот. Павел I. А в конце XVIII века кого-то отправляли? 1790 годы. У меня, не знаю, почему-то сюда. Вот почему-то, кажется, Николай Да. II, да, потому что это Лермонтов, да, был в ссылке Да. в Чеченской Толстой республике. был. Александр II. Это вторая половина XIX века. Мгм. Это может быть как В, так и Д. Да. Петр почему? III, не думаю.
Нет. А Павел Первый? Павел Первый, если бы знать, вот, был ли кто в ссылке. Но я почему-то думаю, вот их ссылку же отправляли, да, в Чеченскую республику, Кавказ. да, на Кавказ. Павел Первый сам даже правил недолго. Вряд ли. Вряд ли, да? Да, точно. А тогда получается... Подожди, это же, по сути, очень легкий вопрос. Кавказская война. Ага. Николай II это нет, это Александр II. Николай II это самый последний император. Да? Ну да. Вариант, да? Остается Б. Подожди. Кавказская война, она была в 1850-е годы, да? Но до этого она тоже, наверное, была. Мгм. Получается тогда Я почему-то думаю, что это В. Б? В. То есть Б. Николай II? Нет. Правильно. Здесь же говорится о самом присутствии императора Чеченской Республики, а не его войск, его главнокомандующих, а самого императора. Имам Шамиль, да? Не знаю, мне кажется, Б. И кажется, до него, что никто не был там. Тогда А будет... давай используем подсказку 50 на 50. Я думаю, тогда легче будет. А есть ли? А, все, исчерпано? Так у вас ее не было. Вы же не выбирали. А, право на неверный ответ. И звонок другу. Звонок другу мы использовали А, у нас было правда на неверный ответ. Да. Смотри. Теперь да. И выбирать не хочется. По сути, это, казалось бы, легкий вопрос, но в то же время там все-то кроется, да? Первым посетил Чеченскую посетил. республику. Чеченскую республику. А другой вопрос. Тогда она была Чеченской республикой? Нет. Б. Давай. Давай. Подожди. Ну, Чеченская республика написана просто потому, что Обратно. Чечню мы необычно не Да. пишем. Хм. Только поэтому. Ну тогда давай право на ошибку. Так сразу. Может, Ну, на а девятом? если вот сейчас мы с тобой ответим неверно? Ну, давай тогда право на ошибку. Право на ошибку. И ваш ответ Б. П. Б. Император Александр II стал первым российским правителем, посетившим Чечню. Сделать это смог после окончания Кавказской войны. Абсолютно верный ответ. Да. Впервые он Вот. приехал еще наследником престола. Уже в 1850 году цесаревич, облаченный в Не черкеску, надо посетил слушать. основанную в 1818 году знаменитую крепость Грозную. Но самый главный визит Александра II в горный край, состоялся в 1870 году. Это верный ответ. К сожалению, вы исчерпали Да. подсказку. 9 вопрос. Какой фильм снял чеченский режиссер Ильяс Татаев? «Горская новелла», «Загадка кубачинского браслета», «Тайна рукописного Корана», «Костры на башнях». Чеченский режиссер Ильяс Татаев. Фильм. Фильм. С фильмом я не дружу. Ага, и сразу, да? Да. Кострина башня, горская новелла. Мне почему-то кажется, что С не подходит. Тайна рукописного Корана. Почему? Не знаю. А, фильм, да. А может, документальный фильм? Загадка кубачинского браслета. Куба. Смотри. А Чеченский. почему ты Знаешь, не больше вот- рассматриваешь тогда Что? костры на башнях? Вот посмотри, поскольку он чеченский, а больше подходит Горская горская новелла новелла. и кострина башня. Вот эти Почему-то. два варианта меня смущают как-то. Здесь кубачинского браслета, тайна рукописного Нет, я не Ну, думаю, это что нет. может быть и документальный фильм, Нет, понимаешь? я не думаю. Мне кажется, либо А, либо Д. Горская новелла, кострина башня. Давай тогда вариант А. Горская новелла. Кострина башня. А, давай рискнем. 9 вопрос. Так. А кострина башня? Загадка Кубачинского. А вот ты слышала эти фильмы про названия сами? Больше меня, знаешь, смущает, что вот горская новелла как бы больше подходит, мне кажется. И Кострина башня. Не знаю, даже от самого названия. как бы.
Давайте тогда вариант А. Вариант Нет, А. нет, подожди. Да. 9 вопрос. Можно рискнуть, да? Не Подождите, можно. подождите. Давай. В 1980-х годах режиссером Ильясом Татаевым по собственному сценарию был снят чеченский художественный фильм «Горская новелла». Главную роль исполняли актеры чеченец Дагун Дагун Амаев. Амаев, азербайджанец Расим Балаев, ингушка Тамара Яндиева. Во многих массовых сценах участвовали работники телевидения и радио. И 10-й финальный вопрос. Как вы думаете, про что он будет? Даже не представляю. Ну, наверное, про чеченскую символику, наверное. Да? Да. Пусть это будет так. Звучит он так. Выберите этноним, который в средневековой грузинской летописи Картрис Ховреба используется для обозначения предков чеченцев. Зурдзуки, Сасаны, Нохчи, Гаргареи. Грузинской летописи. Грузины. Гаргареи. Да, Дзурдзуки, может быть, Сасаны и Гаргареи. Средневековая. Вот всегда, когда я вот вопрос бывает про Грузию, да, и там перевод надо сделать какого-то слова, я всегда за особо беру вот фамилию Сталина, Джугашвили, Дж. Дзурдзуки. Дзурдзуки. Почему ты так? Тогда почему предка чеченцев Дзурдзуки? Это как? Они же грузины, это они использовали для обозначения предков чеченцев. Джугашвили, грузин, я говорю, Дзурдзуки. Давай, Давай ты тогда. рискнем. Вариант А. Картлис Ховреба переводится как «Жизнь в Грузии». Это сборник средневековых грузинских летописей. Главным образом описывает политическую историю Грузии. Зурдзуки — это средневековый этноним, употреблявшийся преимущественно в грузинских и арабских источниках. Исследователи отождествляют их с предками чеченцев. Абсолютно верный ответ. Вы абсолютно победитель. Я вас поздравляю. Небольшие подарки от нашей телекомпании. Какие у вас впечатления, эмоции? Как вам игра? Это было Да, увлекательно. Было нереально. Но вначале было, конечно, очень страшно, да, боялись на элементарные вопросы ответить неверно, но понравилось больше то, что вопросы были больше по истории. Да. А история, она, согласись, интересна. И дети порой спрашивают, зачем нужна история, почему ее надо изучать, да, где она пригодится. Я думаю, что вот все, что связано с нашими предками, вот вся эта история, она нас чему-то учит, да. И это нужно не только, вот для игры тоже, конечно, нужно, история она пригодилась, но также для того, чтобы те ошибки, которые они совершали, их в будущем и как бы и не совершать, и знать стратегию их поведения, стратегию ведения войны, да, мы же тоже не застрахованы, и всякое может быть. Вот. Да, это А было так- реально полезно, Да, очень увлекательно, интересно. волнительно. Мы Самое узнали, главное. мы узнали, что первым летчиком чеченским был. Даша Акая. Да. Вот теперь для себя мы запомним, будем знать. Это было реально очень интересно. Спасибо огромное за такую игру, увлекательную. Да. Да. Ну вот про императора, который первый был в Чеченской республике, сразу догадаться, это вообще, я не знаю, Кавказскую войну я не вспомнила. Вот. Да, Владимир. А по сути это был легкий вопрос. И подсказку нам не надо было использовать. Ева, Мадина, благодарю вас, что вы приняли приглашение, пришли. Горд, что вы победили. Спасибо за интересную игру. Дейлайс Хилшин дала Тябертию. Это была интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит». С вами был Рамзан Абуев, Адифейл Маршал.